На этой неделе состоялась онлайн-конференция, в которой участвовали лезгинские организации, выразившие желание координировать свои действия для совместного решения наиболее актуальных вопросов, касающихся лезгинского народа. Такие события, как переселение жителей селений Хракуба и Ульянова из Азербайджана, передача многих земель, из-за которых пострадали хозяйства Южного Дагестана, они требуют настоятельной необходимости в координации деятельности всех лезгинских организаций. Вопрос. Время? И почему так быстро? И почему именно лезгины? Не аварцы, не другие, третьи, четвертые, именно в это время. Дело в том, что лезгины – народ разделенный. Мы говорили с вами чуть раньше про Азербайджан. Половина лезгин живут там. И, кстати, они наименее обеспечены, чем другие. У них нет рабочих мест. Они не встроены во власть и не выделяют кредиты. Говорят, Координационный совет в дальнейшем превратится в общелезгинскую площадку, на которой будет выражаться коллективная воля лезгинского народа. Члены совета будут заниматься объединительными процессами, вовлекая в них представителей местной власти и кадровый и депутатский корпус. Говорят, вся работа будет строиться строго в рамках конституционного поля Российской Федерации. А пока, в преддверии визита Владимира Путина, азербайджанская пресса широко освещает события, связанные с организацией и проведением серии митингов «Дербент. Южный форпост России», к которой члены Координационного совета имеют непосредственное отношение. А сама акция, как известно, посвящена отмене переименования улицы Советская в улицу Гейдара Алиева в городе Дербенте.